Хамхи против Победы. Матч проводится для выявления сильнейшей команды. Ребята совсем юные, но новичками их точно не назовешь. У каждого из игроков за плечами несколько лет упорных тренировок. Футболисты команды «Победа» прибыли в Ингушетию накануне в составе делегации из Республики Карелия. Это первый визит в рамках подписанного между двумя субъектами соглашения. Ребята ознакомились с местным колоритом и попробовали национальную кухню. Теперь вышли на футбольное поле. Пытаются сравнять счет. Ответственность лежит на каждом игроке, поэтому парни выкладываются на максимум. Второй тайм «Победа» уступает Хамхи со счетом 2-1. Каждый тайм по 15 минут. Отличная возможность испытать молодежь и оценить общий уровень развития этого вида спорта в регионах. А для ребят это шанс проявить себя. Ведь для победы сражаются воспитанники футбольных школ. Товарищеский матч, со слов организаторов, был необходим в первую очередь для подрастающего поколения. Данное мероприятие у нас направлено для того, чтобы привлечь нашу молодежь в спорт, чтобы они не занимались противоправными действиями, для привлечения нашей молодежи к здоровому образу жизни. Вместе против наркотиков. Именно этот девиз антинаркотического месячника, к которому и была приурочена товарищеская игра. Ребята проводят на футбольном поле практически каждый день. Упорные тренировки и поддержание правильного образа жизни помогут достичь высот во всем, считают юные спортсмены. Большинство молодежи должно заниматься спортом. Неважно, каким – футбол или бокс. Но главное, чтобы спорт продвигался. Этот матч очень хороший пример для всей молодежи. Не считаю Республики Ингушетия, по всей России. Призываю всех больше заниматься спортом, а не употреблять наркотики. Потому что если употреблять наркотики, то будет плохое физическое состояние, не будет выносливости. Спорт – одно из положительных воздействий на организм человека. В молодежной культуре он должен занимать особое место. А товарищеский матч завершился ничьей. Ребят ждет награждение почетными грамотами и ценными призами. Мадина Цора, Асхаб Белакиев, Новости 24.